В Башкирии 9 часов. Сегодня четверг, 9 февраля. В эфире программа «Аспекты республики». У микрофона Дмитрий Колпаков. За звукорежиссерским пультом Никита Полянин. Трансляции идут в YouTube, Одноклассники, ВКонтакте. Свои комментарии можете оставлять в чате трансляции, писать вопросы, задавать, оставлять свои мнения. Все зачитаем, все будем все будем озвучивать. Давайте перейдем к обзору прессы. Грустные новости пришли из Аскинского района. В Башкирии на 44-м году жизни скончался первый заместитель руководителя администрации Аскинского района Рамиль Харасов. Об этом сообщил глава района Денис Юсупов. Далее, цитата. «С нами не стало Рамиля Харасова, моего первого заместителя, правой руки и друга, человека, на которого я всегда мог положиться. Он ушел в самом рассвете сил», написал господин Юсупов. Харасов был назначен на должность первого замглавы администрации Аскинского района в декабре 2021 года. Курил вопросы агропромышленного комплекса. До этого работал замглавы администрации Благоварского района по сельскому хозяйству. По поводу причин смерти ничего не сообщается. Также должен добавить от себя, что вчера ночью из жизни ушел архитектор Павел Винкельман, очень известный в Уфе архитектор. Когда-то работал в арт-проекте, в ПСК-6 и в других градостроительных структурах. Несколько огромных жилых комплексов его авторству принадлежат. Поэтому думаю, что в принципе это очень сильная утрата для мира архитекторов. От редакции приношу соболезнования близким и Рамиль Харасова, и Павла Винкельмана. Далее. Кармаскалинский межрайонный суд приговорил 18-летнего студента первого курса Башкирского государственного аграрного университета Ильяса Габдухаева к 1 году лишения свободы условно с отсрочкой исполнения наказания на 1 год за поджог помещения военного учетного стола администрации Районского района. Подсудимый вину признал. Об этом сообщает коммерсант Уфа. В октябре прошлого года он разбил окно помещения военного учетного стола и разлил внутри горючую жидкость. Было возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества, совершенного из хулиганских побуждений. От себя добавлю, странно, что молодому человеку не прикрутили еще какой-нибудь экстремизм, терроризм. Вы знаете, что, в принципе, у нас сейчас есть ряд дополнений в Уголовный кодекс, по которым некоторые такие поджоги, они считаются уже терроризмом. Поэтому я вас призываю, будьте осторожны, на самом деле не поддавайтесь на никакие провокации, время сейчас сложно, и всего можно ожидать на самом деле. Может быть, этого тоже молодого человека кто-то подговорил, кто-то спровоцировал. Комсомольская правда в Уфе сообщает, что башкирская столица заняла 2-е место среди городов-миллионников России по количеству пасмурных дней в феврале. Представляете, такая новость? В феврале у нас вообще не Майами, скажем так. За последние 10 лет в Уфе в феврале было настолько мало ясных дней, что башкирская столица почти догнала по этому показателю Санкт-Петербург. Аналитики Яндекс.Погоды изучили данные метеонаблюдений с февраля 2013 года по февраль 2022 и выяснили, в каких российских городах-миллионниках в последний месяц зимы наблюдалось больше всего солнечных дней. Как пояснили авторы исследования, они частично использовали данные наблюдения за погодой в европейской части России от Шведского метеорологического и гидрологического института. В итоге выяснилось, что среди крупных городов России самый солнечный февраль наблюдается в Челябинске. Представляете, где Уфа, где Челябинск? Челябинск еще дальше, еще севернее. Мне кажется, там вообще солнца нету. Без просвет. Там за последние 10 лет наблюдалось в среднем 5,5 ясных дней. 2-е место в этом своеобразном рейтинге занял Краснодар. В среднем по 4,5 солнечных дней в феврале. Вот такая вот заметка у «Комсомольской правды». Я вас отсылаю к ней. Посмотрите, пожалуйста, очень большая заметка с метеоданными, с аналитикой. В принципе, очень интересно. Так, все уже знаете, что в Уфе все-таки будет памятник Муртазе Рахимову, первому президенту республики. Он будет установлен около госсобрания, только не у того госсобрания на Закиевлиди, где непосредственно находится аппарат, дом правительства, дом Курутай, да, а дом заседаний, это где парк Матросова, где находится Академия Баксу. Вот там, я так понимаю, что будет выбрана какая-то площадка для установки памятника. Только я допустим, здесь не могу понять, если с фасада улицы Закиевлиди там уже установлен памятник Салавату Юлаеву. Небольшой, насколько я помню, такой комплекс, да. Где там еще одна площадка для установки
памятника Муртазе Рахимову, я вот, честно говоря, не знаю. Я думаю, что мы выясним этот момент. И еще мы позвали в эфир ам, первого ректора БАКСУ Сергея Лаврентьева. На следующей неделе он обязательно будет. И он, наверное, что-то еще по этому поводу скажет. Так вот, вчера Ради Хабиров, точнее, позавчера, в день 89-летия Муртазы Рахимова, сказал некоторые слова. Я процитирую. Это очень символично и правильно, что потому что Муртаза Губайдулович формировал систему управления молодой республики. И именно в общественном политическом центре Госсобрания он принимал важнейшие решения. Декларацию о суверенитете и присягу принимал как президент. Именно на этом месте мы планируем поставить и памятник первому президенту, сказал Ради Хабиров. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы считаете, на самом деле, там ли место или, в принципе, еще какая-то площадка, по вашему мнению, достойна? И нужен ли вообще сам по себе памятник? Мы будем дискутировать на эту тему с нашими спикерами. Я думаю, что у нас, в принципе, сегодня политолог Дмитрий Михальченко на эту тему поговорит. Давайте будем как бы обсуждать этот вопрос. Комитет Курултая по Башкирии по аграрным вопросам экологии рассмотрел и одобрил поправки в республиканский закон о регулировании земельных отношений. Законопроектом предполагается закрепить механизм изъятия неиспользуемых участков сельхозназначения. Инициатива может быть принята в первом чтении на пленарном заседании в феврале, сообщает «Коммерсант». От себя добавлю, что вот сколько я ходил на комитеты последние годы, допустим, когда еще комитеты были открыты в Госсобрании, сколько я посещал заседания нашего парламента, я об этой инициативе слышу, последние, наверное, лет 6-7. О том, что неиспользуемая пашня будет изыматься. Об этом и Минимущество Республики рассказывало, об этом говорили почти все спикеры от сельского хозяйства, вот Минсельхоза, сейчас Фразмахман то же самое, да, министр, что неиспользуемая пашня будет изыматься. Но об этом уже говорят последние 6-7 лет. Так вот, предполагается разрешить лишать собственников собственности, если участок не используется больше 3 лет или используется с нарушением законодательства. Таким владельцам выдаются предписания об устранении нарушений. Землевладельцы будут не вправе передавать участок в залог или совершать сделки, направленные на прекращение или переход прав собственности. Решение об изъятии примет суд. Я вам приведу пример. Допустим, у нас здесь в пригороде Уфы есть такая птицефабрика, очень известная. И как они решают вопрос с утилизацией куриного помета? Этот куриный помет, кстати, было много очень расследований по этому поводу, они этот куриный помет передают неким подрядчикам. У этих подрядчиков арендованы или в собственности поля пахотные, где-то там же в Уфимском районе, где-то или где-то рядом, да. И этот куриный помет туда вывозится на эти поля, как бы и там запахивается. Росприроднадзор или Россельхознадзор, по-моему, делали несколько рейдов по этому поводу. Вот вам пример неэффективного или нецелевого использования пахоты. Кстати, может быть, даже мы позовем в эфир кого-то из Министерства сельского хозяйства. Давайте мы, в принципе, выясним, сколько у нас неиспользуемых сельхозпахотных земель. Насколько я помню, когда у нас был в последний раз министр сельского хозяйства, по-моему, еще когда у нас было «Эхо Москвы», он нам рассказывал, что, в принципе, таких земель нет. Что вся земля у нас используется по назначению. И, в принципе, свободных сельхозземель у нас нет или неиспользуемых. Еще одна интересная новость. Эта новость, она больше относится к жителям Южного промузла, которую, в принципе, все ждали. Росприроднадзор проверит башкирскую содовую компанию из-за жалоб жителей 2 городов. Вы все прекрасно понимаете, о чем идет речь. В последнее время лихорадят вот эти города Стерлитамак, Салават и Шимбай, потому что все в смоге, все в запахе. Жить люди не могут. Не знаю, что случилось, почему такой шквал. В последнее время шквал жалоб. Портал Уфа-1 сообщает, что Росприроднадзор проведет проверку башкирской судовой компании после жалоб жителей Стерлитамака и Салавата. Об этом сообщили в пресс-службе Южноуральского управления. Жители городов регулярно жалуются на качество воздуха. Управление 4 февраля получило многочисленные жалобы, поэтому сотрудники подразделения отправили Стерлитамак и Салават на замеры. Результаты ожидаемые. В Стерлитамаке есть превышение предельно допустимых концентраций. Я, кстати, напомню, что у нас последний раз, по-моему, то ли Веселов, Союз экологов, то ли... Кто же у нас был? У нас был лидер движения Стерлитамак Дыши, по-моему, или кто-то еще из экологов, кто сказал, что
принципе, там есть посты метеорологические в южном промузле, но они не улавливают прямо все досконально все загрязняющие вещества. Просто как бы на самом деле нет такого оборудования, которое способно все уловить. А вы же прекрасно понимаете, в принципе, это из курса химии, что в атмосфере, в воздухе вот эти вещества, они могут, в принципе, соединяться и образовывать новые вещества. И потом все, в принципе, это все ложится, так сказать, на плечи жителей вот этого южного промозла. Да, кстати, не забудьте, что у нас Министерство здравоохранения сообщило о том, что в Башкирии немножко лидирует среди других заболеваний онкология. Причинно-следственную связь можно, в принципе, включить. Управление дорожного хозяйства Башкирии ищет подрядчика для нанесения горизонтальной разметки на дорогах в Архангельском, Ургазинском, Бирском, Благоварском, Благовещенском, Гафурийском, Давлекановском, Иглинском, Крымоскалинском, Куштариковском, Мишкинском, Нариманском, Уфимском и Чешминском районах. Хорошая новость. Приветствуем на самом деле, потому что, в принципе, в феврале уже можно об этом как бы начинать что-то чесаться, чтобы разметку не носить в сентябре, когда она уже не нужна, да? А как бы заранее все сделать. Начальная цена контракта составляет около 101,5 миллионов рублей. Очень хороший, кстати, заказ. Очень такой денежный. Итоги аукциона подведут 6 марта, сообщает коммерсант Уфа. Исполнить контракт необходимо до 15 октября. Ну, боже ты мой. Только что же сказал, что, в принципе, я думаю, до этого времени всяко нарисуют. Но вы же знаете, у нас разметку начинают как бы наносить почему-то именно в сентябре, обычно к школам, да, когда дети идут в школу, и почему-то в этот момент только начинают разметку наносить. Мне кажется, что это надо делать в начале как бы теплого сезона. Ну, это мое личное мнение, на самом деле, мое субъективное мнение. Давайте мы здесь сделаем паузу, послушаем фрагмент вчерашней программы «Аспекты мнений» с предпринимателем, маркетологом Гульнар Галиевой. Слушаем. Уфимцы вышли в здание горсовета с кастрюльками в руках, стучали и кричали: «Дайте нам газ». Ну, суть в том, что у них 2 месяца нет газа, поэтому нет горячей воды, они не могут нормально помыть посуду, нормально постираться и прочее, все остальные прелести. Вот и они решили таким образом на себя обратить внимание, на одного человека, который их снимал. Через какое-то время его нашли, вычислили, подъехало сотрудники ДПС, его задержали и сказали, что он должен явиться в полицию через какое-то время для составления протокола о нарушении порядка таких вот каких-то акций коллективных. Возможно ли такое во Франции? Что будет делать полиция, если, допустим, какая-то группа граждан придет и будет вот так вот протестовать с кастрюльками хотя бы даже 5-10 минут? Ну, понятно, да, что в России там ему сейчас впаяют организация несанкционного митинга. Даже если он просто снимал, то есть он ничего не организовал, он просто снимал. Быть человек, да, статья найдет. Во Франции есть свобода самовыражения, но есть некоторые правила. Например, знаешь, как тут забастовки? Ну, то есть в Париже, да, это они прям выходят на улицы. А как забастовка выглядит на юге Франции? Учитесь. В общем, забастовка на юге Франции выглядит так, что просто люди не выходят на работу, а им это время оплачивается. Они просто дома с семьей на лыжах поехали кататься, все нормально. А как они предупреждают начальство, что они забастовали? Они просто там заболели, условно говоря, или еще что-то? Не, профсоюз уведомляется о том, что будет вот такая забастовка, и кто к ней присоединяется. Есть правила, например, инфраструктурные важные железные дороги. Да, вот когда бастуют железные дороги, транспортники, это парализует все. Поэтому они обязаны предупреждать как минимум за неделю. Школы не обязаны предупреждать. Школы присоединяются к каждой забастовке. Это выглядит, знаешь как? То есть ты в понедельник забираешь ребенка из школы, и тебе учитель вот с такой улыбкой говорит: вы знаете, завтра забастовка. Вы, конечно, можете ребенка привести в школу, но будет один воспитатель на 500 детей. Но привыкаешь. Началка в среду не работает. Я приехала такая: а когда работать-то? Ну я же предприниматель, да, который вообще все время 24/7. Ничего, нормально, все, адаптируешься. Ребенок твой адаптируется, что ты работаешь. Нормально. А сейчас я такая: как же это удобно, 9-летки. Это действительно удобно. Понедельник, вторник учатся, полный день. В среду отдыхают, и в четверг они с свежими силами идут в школу. И ты понимаешь, вот они вот эти 4 дня учатся реально интенсивно на полной нагрузке. Я вспоминаю своих же детей в Москве, когда там понедельник, вторник нормально, к среде уже там батарейка падает, в четверг это уже такое: мама! И в пятницу, наконец, они уже идут, и там уже все в 12 детей забрали из школы. То есть получается, что есть какие-то вещи, когда более разумно на самом деле устроено. То же самое, я думаю, с забастовками. Во Франции почему важно знать, что есть забастовки, даже если ты вообще никуда не ходишь и у тебя детей нет? Потому что забастовки
Моментально присоединяются школы, дети оказываются сразу на руках у родителей, и летит весь этот график рабочих встреч. То есть тебе отменяют встречу, и ты не удивляешься, потому что, понятно, у матери вдруг 3 детей разновозрастных оказались на руках. Конечно, она не может там тащиться час в центр города, и тогда сотрудникам разрешают работать удаленно. То есть в дни забастовки расслабляются все. Насчет детей. Насколько тяжело устроить приезжим своих детей в детский садик, в школу? Это платно, бесплатно? Расскажи об этом. Расскажу. Франция уникальная страна для иммиграции с детьми и особенно одиноких женщин с детьми. Почему? Потому что во Франции каждый ребенок до 18 лет находится под защитой территории. Я, когда занялась бизнесом консультационным, пошла на обучение к очень известному в нашей области юристу, который как раз занимается легальными и нелегальными всякими мигрантами. И ты знаешь, такое положение, что до 18 лет дети находятся под защитой территории, поэтому дети во Франции всегда легально. Даже если у родителей закончились все визы, и ребенка просто ввезли по туристической визе, он тут остался, он легален, он имеет право на соцподдержку, он имеет право на образование. Это очень классная политика, именно поэтому интеграция очень хорошо происходит на самом деле. И поэтому устроить ребенка в школу они даже не имеют права спрашивать ваш титр. То есть устроить ребенка в школу можно, не имея никакой визы, и ребенок будет ходить в школу и будет получать бесплатное образование. Школа с 6 лет. До 6 лет садики, прямой альтернативы бесплатному саду, как это работает в России, нету. Есть сады, которые либо платные, либо ты доказываешь, что ты малоимущий, нуждающийся, или, например, ты одинокий родитель, тебе надо работать, и тогда тебе компенсируют большую часть расходов. Есть еще во Франции модель, когда оба родителя работают, и тогда компенсирует государство значительную часть расходов на няню. Есть формат семейные няни. Но ты знаешь, и садики такие милые. Я иду утром гулять на пляже, и гуляют садики. Они не где-то в этой калитушке за забором гуляют. Это реально такие колясочки, в которых сидят по 2 ребенка. Еще один ребенок там держится за колясочку, везет няня. На каждых 3 детей 1 взрослый. Поэтому они выводят их на прогулку в парке, у моря. То есть это прям такой какой-то детский сад мечты. И при этом, если ты малообеспеченная мама, ты платишь за это 3 копейки. Но если ты мама здоровая, обеспеченная, еще и не работаешь, то бесплатной опции сада для тебя нет в принципе. Напомню, что это был фрагмент вчерашней программы «Аспекты мнений» с участием предпринимателя-маркетолога Гульнара Галиева, который был в гостях у моего коллеги Разифа Абдуллина. Полностью передачу вы сможете найти в YouTube, Одноклассниках, ВКонтакте. Расшифровки будут выкладываться на сайте «Аспекты медиа». А сегодня гостем программы «Аспекты мнений» будет политолог Дмитрий Михальченко. Смотрите в 11 часов 30 минут. Передачу будет вести Руслан Валиев. Давайте мы вернемся к обзору прессы. «Коммерсант» сообщает, что приговоренный Уфимским гарнизонным военным судом к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима 24-летний ефрейтор Марсель Кандаров и Чешминского района обжаловал приговор, сообщает издание со ссылкой на пресс-службу суда. Апелляционную жалобу рассмотрит Центральный окружный военный суд Екатеринбурга. Дата заседания пока еще не назначена. Как установил суд первой инстанции, Марсель, проходя военную службу по контракту и не желая участвовать в боевых действиях, в мае прошлого года не явился к месту службы. В сентябре его задержали полицейские. В отношении военного было возбуждено уголовное дело по статье 337. Подсудимый признал вину. В Уфе на Советской площади открыли туристический информационный центр. Там можно узнать о туристических маршрутах и местных достопримечательностях, экскурсиях, мероприятиях, гостиницах и заведениях города. А также купить сувениры и прочее. Об этом написал в своем телеграм-канале Радий Хабиров. Вы знаете, эта новость немножко отсылает, наверное, в 2013 год, когда у нас готовились к саммиту ШОС БРИКС в Уфе. И такой же туристический центр, точнее павильон, такой рассчитанный на поток туристов, открыли на остановке «Центральный рынок». Там был какой-то мерч, там сувенирка была, там сидела девушка, которая посидела как туристическое информбюро, да, и все благополучно загнулось. Никто, в принципе, не пользовался услугами этого павильона. Почему-то у меня такая аналогия. Может быть, она неправильная. Почетный консул Турецкой республики в Башкирии Рустем Давлетов и уфимские бизнесмены турецкого происхождения организовали сбор гуманитарной помощи для жителей Турции, пострадавших от землетрясения, сообщает РБК Уфа. Пункт приема находится возле кафе «Эврен» на Верхней торговой площади. Директор «Эврена» Мустафа Чечек сообщил,
что можно передавать теплые вещи для детей и взрослых, одеяла и обогреватели. Напомню, что по итогам вот этих толчков, когда произошли в начале недели землетрясения на границе Турции и Сирии, уже погибло почти 6 тысяч человек. В Башкирии отобрали 12 санаториев для лечения участников СВО. Об этом сообщает издание РБК Уфа. Минзимимущество Башкирии провело отбор региональных санаториев на возмещение затрат на оздоровление участников специальной военной операции из республики. Министерство одобрило все 12 поступивших заявок. Бойцы смогут бесплатно пройти лечение в этих организациях. Оздоровленцам потом возместят расходы из региональной казны. Отбор прошли такие санатории, как Осы, Зеленая Роща, Ингантау, Яктыкуль, Карагай, Красноуфимск, Таныp, Радуга, Юматово. В списке получателей субсидий также дом отдыха «Березки», санаторий «Березка» и ОЦ «Энергетика», это на Павловке. В министерстве уточнили, что санатории уже начали работать с участниками СВО. Ну, от себя добавлю, что, в принципе, не только ведь физическое здоровье нужно будет поправлять этим бойцам. Также нужно, наверное, все-таки о ментальном здоровье подумать и о так называемом ПТСР. И мне кажется, что, в принципе, вот именно психическое здоровье, оно должно быть во главе реабилитации тех военных, которые будут возвращаться с СВО. Мне кажется, это самое главное. И еще новость об СВО. Также РБК Уфа пишет, что некоммерческие организации Башкирии, оказывающие услуги по защите прав потребителей, смогут получать субсидии на возмещение затрат по предоставлению интересов участников специальной военной операции на Украине, членов их семей. Соответствующее постановление подписал Андрей Назаров, глава нашего Кабмина. Субсидии выделяются через Министерство торговли и услуг республики. Некоммерческие организации получат господдержку на конкурсной основе. Размер субсидии определяется как сумма расходов НКО на подготовку досудебных претензий и исковых заявлений. Ну, то есть, видите, не только уже о санаторном лечении думают, власти участников СВО, но и еще об юридическом сопровождении. Ну, может быть, в принципе, кстати, это правильно. Да, аргументы и факты сообщают, что водитель в Башкирии приговорен к реальному сроку за пьянство за рулем. До этого он 4 раза привлекался к административным штрафам и дважды был судим за эти же правонарушения. Издание ссылается на ГИБДД Башкирии и сообщает, что 25-летний уфимец был пойман на улице Кольцевой в Уфе в нетрезвом состоянии за рулем в мае 2022 года. При проверке выяснилось, что уфимец ранее уже привлекался и был дважды судим за пьяное вождение. Судебными решениями ему назначились наказания в виде штрафов. Ну, так или иначе, не пошло это в пользу. Орджоникидским районным судом Уфы мужчина был приговорен к 6 месяцам колонии поселения и лишению права садиться за руль на 5 лет. Такая вот новость от АИФа. Я думаю, что на этом с обзором прессы мы закончим. Немножко о погоде. 9 февраля синоптики прогнозируют небольшой снег. Ночью по северу до умеренного. В отдельных районах гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью 12-17, ну, хотя бы не так, как было 20-25. При прояснениях до 20 днем 4-9. 10 февраля местами небольшой снег, гололед, ветер западный, юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью 7-12, при прояснениях до 17, днем 2-7. Я, кстати, вам напоминаю, что сегодня в 11:30 в программе «Аспекты мнений» будет политолог Дмитрий Михальченко. Присылайте свои вопросы, комментарии в чате трансляции. А передачу будет вести Руслан Валиев. Я на этом с вами прощаюсь, и мы с вами увидимся, наверное, уже, скорее всего, в пятницу. У нас в передаче «Аспекты мнений» запланирован историк Рамиль Рахимов. Сразу вас призываю писать комментарии и также задавать вопросы. И мы их адресуем нашему спикеру. Ну, а сегодня Дмитрий Михальченко в 11:30. Все, пока.